Население нашего селения жило в 4 местах. И Султан Махмуд, рахималлах, начал собирать на современное место. Предположительно, 1630-е годы. По мнению Абачара Гусейнова, это одна из первых надписей, сделанных на лакском языке арабскими буквами. Датируется 1663-4 годом или по хиджре 1074 годом. Вашара вакантун шекеда курча укуна. Вакурча ботун бигесиятар нутунна чивисабурамучума бухунсара شهر دور تو سخاق بیکن بو مختفاتو شخازاستی و دیکن دو شهر بگا جمع خاق هردس جمع رو کن و کورچا دیک واقعا تیشی کبو تون و کن شجتی بوم بیلگ ما با کورچا بگیتی تاتیو شعبی کن شیه و کن کورچا شعبی کن بارتقلو برو کن کنی قجری. Здесь, дорогие друзья, мы можем видеть вот такую вот мощеную улочку, то есть своеобразная плитка того времени. А такие мощеные улочки можно встретить во всем селе Унчукатль. Но особенность именно этой улочки в том, что, вот посмотрите, она довольно широкая, это раз. И потом нету верхних перекрытий, как это часто бывает в селах. Это сделано специально для того, чтобы по этой улице мог проехать вверх фаэтон. Улица, она длится вот такая вдоль до того дома, где располагались наибы. Здесь держал квартиру, квартировался наиб Вицкинского Михайла при царе. Последнего наиба, который здесь был, это звали Мирза Бутта из селения Шахува. Абдул-Халик Хаджи, он много языков знал. К нему приходили за советом, спрашивали по разных вещах из Азербайджана, Турции. И притом он знал турецкий, арабский, русский и языки всех дагестанских народностей. 2 раза ездил он в хадж. Во время шамильевского время он работал переводчиком у Шамиля. شربت بکسر چروس عالم چوتال عالم تال بکسر خویسه قلقیته سه انسان تال بکسر شیرجو جول شربت زیاد قدرسر جول شربت تاریخ خیلی خوینو چیچنو بسر تا بقرب گورچنیل تیکو درسه میماری آلدانی. С этого угла на фронт ушло 267 человек. Это практически все взрослое население призывного возраста. Общие потери унчукатлинцев в этой войне – это примерно 120 человек, или половина. За моей спиной вы можете видеть Унчукатлинскую школу, выходцами которой гордится не только Унчукатль, но и весь Дагестан, поскольку дела их говорят за них самих. И слава о них распространилась далеко за пределы родного Унчукатля. Селение хоть и небольшое, но достаточно очень много ученых вышло с нашего селения. 9 докторов наук, около 100 кандидатов наук в разных отраслях. Ученые. Ну и кроме этого, очень много у нас, почти 100 человек кандидатов наук есть в разных и так далее. И для нашего небольшого села я считаю, что это большое достижение, что вот такими учеными, которыми мы гордимся, о которых мы можем говорить, рассказывать. Хочется отметить особо заслуги Абдуллаева Амина. Эту любовь к истории родного края он, наверное, взял от своего дяди Феодаева Захиди, который начал собирать историю села и оставил рукописи, которые Абдуллаев Амин использовал впоследствии в своих трудах. Хочется отметить также большую роль в сохранении истории нашего села Штанчаева Гаджи. Он обладал энциклопедическими сведениями о нашем селении и рассказывал очень интересно о многих событиях и давнишних, и современных. Благодаря ему сохранилось очень много важных сведений, названий, имен и так далее в истории нашего села.